Это итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в выпуске. Самоизоляция для якутян старше 65 лет будет сохраняться даже на третьем этапе снятия ограничительных мер в регионе. Подготовка к отопительному сезону в Якутии идет по графику. Уже выполнена треть от намеченного плана. Власти Якутска утвердили правила содержания домашних животных. Какие новые требования будут действовать для любителей четвероногих? Полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проконтролирует подготовку национальной программы развития макрорегиона. Ее цель – в ближайшие 4 года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России. Так, программа предусматривает рост объемов строительства жилья более чем в 1,5 раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования. Важная часть программы – это оздоровление инвестиционного климата и увеличение объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей, а также создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и свободном порту Владивосток. Это даст макрорегиону более 30 тысяч новых рабочих мест. На выплаты соцработникам, помогающим больным коронавирусом и людям из группы риска, дополнительно выделили более 3,5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Специальные пособия предусмотрены для работников социальных организаций, чья смена сейчас длится 14 дней, и все это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. Отмечается, что право на пособие сохраняется даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний. Пособия будут выплачиваться до 15 сентября. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей. 46 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 37 в Якутске и 9 в районах. При этом отмечаются завозные случаи в Алданском районе, в котором в последнее время ситуация оставалась стабильной. Там выявлено 3 зараженных. Между тем, в регионе за сутки лечения от COVID-19 завершили 170 человек. Всего с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 4550 случаев заболевания. По словам замруководителя регионального оперативного штаба Ольги Балапкиной, большая часть летальных исходов приходится на людей старше 65 лет. Несмотря на смягчение мер, которые у нас в республике непосредственно были проведены, у нас будет оставаться, даже на третьем этапе самоизоляция для лиц, которые старше 65 лет, и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. Чем это обосновано? Практика сегодня показывает, что это группа, которая наиболее подвержена именно сложному течению заболевания коронавирусной инфекции. И поэтому у нас как оставалось, так и остается главной задачей в республике – это охрана наших пожилых граждан. И, соответственно, это и задача каждого в семье, для того, чтобы как можно меньше у нас заразилось наших бабушек, дедушек и возрастных родителей. К другим событиям. Участок федеральной автодороги Лена в Алданском районе Якутии отремонтировали на 4 месяца раньше сроков. На 7 километрах трассы произвели укладку нового двуслойного асфальтобетонного покрытия. Отремонтировали водопропускные трубы. Специалисты установили дорожные знаки и сигнальные столбики, обновили металлические барьерные ограждения и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Отмечается, что последний раз ремонтные работы проводились на этом участке в 1994 году. Всего в 2020-м на трассе Лена запланирован ремонт 116 километров, 35 из которых будут отремонтированы капитально, а 58 защищено слоями износа. В Якутске с ремонтом дорог ситуация, к сожалению, не такая радужная. Трещины, проседание дорожного полотна, выбоины и сколы на бордюрных камнях. Эти и многие другие нарушения и несоответствия обнаружили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. На одной из таких отремонтированных с явными нарушениями дорог побывал Александр Хавренко. Мы сейчас находимся на улице Чайковского, которую, как вы помните, в прошлом году подверглась капитальному ремонту. В мае этого года активисты ОНФ приехали сюда, чтобы посмотреть, насколько качественно был выполнен ремонт. Как оказалось на практике, ремонт выполнен не очень качественно. Вот, например, непосредственно в этом месте под дорогой проходят коммуникации, и
По идее, по плану здесь должен быть футляр. Но футляр не предусмотрели, не заложили, в связи с чем произошло проседание дорожного полотна и образовалась трещина, в которой после дождя собирается вода, что, естественно, очень плохо влияет на качество дорожного полотна. И, к сожалению, вот подобные вещи не единственная претензия активистов ОНФ к дорожникам, к подрядчикам, которые делали ремонт этой дороги. И эти вопросы, эти претензии есть не только к этим дорогам, но и практически к каждой улице в нашем городе. Подготовка к отопительному сезону в Якутии идет по графику. Об этом сообщили на совещании с первым зампредом правительства региона Алексеем Колодезниковым. Он обратил внимание на то, что в установленные сроки должны быть устранены все замечания, а также получены паспорта готовности. В этом году на выполнение производственных программ по ремонту объектов коммунального комплекса, а также энергетики предусмотрено почти 29 миллиардов рублей. Предприятиям предстоит подготовить порядка 1200 котельных и свыше 4000 километров тепловых сетей по всей Якутии. На сегодняшний день реализация ремонтной программы составляет 33%. Мероприятия на предприятиях коммунального комплекса реализуются по следующим направлениям. Это ремонты основного оборудования объектов коммунального комплекса и электроэнергетики, формирование аварийного запаса оборудования, необходимых материалов и средств для выполнения аварийно-восстановительных работ, создание необходимого запаса топлива, экспертиза промышленной безопасности, проведение противоаварийных тренировок, учитывающих особенности предотвращения аварийной ситуации в условиях низких температур. Почти 4500 якутян трудоустроят в строительной компании до 2023 года в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Уже подписаны соглашения с двумя организациями. В этом году проект расширил границы. Теперь рабочие места появляются в сферах строительства, дорожного хозяйства, энергетики и транспорта. Разработаны и направлены на согласование проекты соглашений 25 компаниям, львиная доля из которых строительные. В них по плану трудоустроить 4450 человек. Также для решения проблемы дефицита рабочей силы в строительстве и дорожном хозяйстве в этом году запланировано профессиональное обучение 200 безработных и незанятых граждан. На данный момент обучение проходят 31 человек по профессиям водителей различных категорий. Власти Якутска утвердили правила содержания домашних животных. Так, на территории столицы запрещен их выпуск на самовыгул. При смене постоянного места жительства или гибели животного необходимо сообщать об этом в государственное ветеринарное учреждение по месту регистрации. Подробнее об этих и других правилах Агафья Гоголева. Владельцев домашних животных на территории города обязали принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства. Также хозяевам следует делать все, чтобы обеспечить безопасность других людей и животных и не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, улиц и дворов. 30 июня 2020 года окружной администрацией города Якутска приняты правила содержания домашних животных. Данные правила разработаны с учетом действующего законодательства Российской Федерации об ответственном обращении с животными. По новым правилам владельцам животных, домашних животных запрещается отпускать домашнее животное без сопровождения лица. Также запрещается выгул особо опасных пород собак, видов собак, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. И правила обязывают выгуливать собак в специально отведенных на это местах, площадках. У нас в городе таких официальных площадок 5. Городские власти увеличат количество специально отведенных площадок для выгула домашних животных. Данный вопрос находится на рассмотрении. Мэрия столицы призывает граждан ответственно относиться к своим домашним питомцам, не бросать их на произвол судьбы. Отметим, что сейчас в пункте передержки животных Якутска находится более 200 одиноких собак, которые ждут своих новых хозяев. Конечно, хотелось бы сказать, чтобы люди как-то поответственнее к этому отнеслись. Все-таки это животное, это ответственность огромная, это член семьи же всегда. Очень любим своих животных и надеемся, что все так отнесутся. И обязательно, конечно, приезжайте к нам. У нас очень много хвостиков. Без них не уйдете, думаю. Очень хотелось бы. Мы понедельник, вторник, выходные. У нас саночистка для населения. Мы ведем внутренние работы. А все остальные дни, суббота, воскресенье, мы обязательно вас ждем, чтобы найти вам нового друга, а всем песикам дом.
По информации Управления ветеринарии города Якутска, важным пунктом правил содержания домашних животных остается их регистрация и перерегистрация, в том числе путем присвоения идентификационного номера в виде чипирования. На Якутск уже выделено более 1000 бесплатных чипов. Их начнут устанавливать со следующей недели в ветеринарной лечебнице по Чехова, 66. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Российский спорт уверенно начинает выходить из режима паузы. У спортсменов возобновляются тренировки, постепенно открываются и учебно-тренировочные базы. О том, как спортсмены будут восстанавливать свой режим и что с Паралимпиадой, узнаем из материала Айсены Бурнашовой. С точки зрения моральной и психологической я готова тренироваться, желание есть. Еще, наверное, даже больше, чем было до всей вот этой истории. Анастасия Диадорова уже рвется в бой. За 3 месяца самоизоляции и запрета на привычные тренировки ее квартира буквально стала спортплощадкой. Привычный бассейн заменила ванна, кардио сошло на велотренажер, силовые только с собственным весом. Но теперь, как делится с нами чемпионка, все это позади. Она наконец-то возвращается к полноценным тренировкам. Я уже плавала в бассейне. Сейчас по Москве в целом уже открыли бассейны, можно посещать их. И я плавала, конечно, очень классные ощущения, но координации вообще нет. Получается, мы не плавали 3 месяца, и это очень-очень большой срок, потому что обычно это 2 недели, максимум месяц. Все тренировки проходят со строгим соблюдением дисциплины и рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас первостепенная задача Анастасии – вернуть чувство воды, прийти в форму и, конечно, готовиться к Токио. Паралимпиада, как и многие другие международные события, была перенесена на 2021 год. А значит, как делится с нами спортсменка, велика вероятность обнуления уже пройденных отборочных соревнований. Мне так кажется, что, скорее всего, это все будет по новой. Потому что очень много времени прошло, получается целый год и практически год без соревнований. И здесь уже будет видно от того, кто как сможет быстро вернуться в форму и набрать форму для каких-то контрольных стартов, которые, скорее всего, будут также продублированы, как в этом году, только на следующий год. На Паралимпийских играх будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Ожидается, что в играх примут участие около 4500 спортсменов со всего мира. Члены российских сборных команд не могут предугадать, как сложится международная обстановка, но они, как и подобает настоящим чемпионам, уверены в себе и готовы побеждать. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.